Вітаю вас на телеканале АТР. Це программа Music Life, и я ведущий Халил Халилов. Сегодня мы решили посвятить нашу программу замечательному регги-музыканту Изету. Изет Аблязов родился и вырос в Киеве. С детства увлекался музыкой в стиле регги. Его дед – крымский татарин, уроженец Кефе, Феодосии. Крымско-татарская тема в семье, как говорил Изет, никогда не затрагивалась, не раскрывалась. Но с крымско-татарской музыкой Изет познакомился именно благодаря своему деду. Окончив школу, Изет поступает в университет культуры и начинает реализовываться как музыкант, создав свою, собственную группу под названием «Изет». Репертуар группы гармонично соединял крымско-татарские песни и музыку в стиле регги. Первый раз я услышал об Изете от своего друга Абдюля. Он сказал, что на национальной радиостанции украинской «Радио Промень» в ротации, конкурсе участвует Изет с композицией крымско-татарской в стиле регги. Для меня это было очень интересно и неожиданно. Как это так может происходить? Кто он такой, нигде об нем не слышали. Начали узнавать, но информации как таковой нигде не нашли. Дождались эту радиостанцию, передачу, прослушали на старом радиоприемнике в Бахчисарае и очень впечатлило. Мое знакомство произошло благодаря авторской песне, которую я услышала в исполнении самого автора Изета Аблязова. И меня удивила и поразила манера необычная. Была для меня очень интересной. И то, что все это ложится на крымско-татарскую основу, то есть фольклор крымско-татарский музыкальный, манеру исполнения, вот эта связь XX века и, главное, с традиционной музыкальной культурой крымско-татарской, меня очень приятно, еще раз повторяю, удивили. С Изетом я был знаком совсем немного. В большей степени я общался с его отцом. И сначала мы познакомились с его отцом, естественно. Такой феномен, как Изет, нужно рассматривать не как отдельно вот один человек, это два человека. Это любовь отца безмерная к сыну и поддержка. Да? И любовь самого Изета к музыке, к этому стилю, который он избрал. При подготовке этой программы мы искали людей, которые были знакомы с Изетом. Многие из них утверждали, что, познакомившись с крымскими татарами, Изет старался не терять с ними связи. Постоянно искал общение, звонил. Он искал себя как личность и считал, что в этом ему сможет помочь его крымско-татарское происхождение. Удивительно, он так был далек от своего крымско-татарского, но, познакомившись с культурой своих предков через музыку, навсегда полюбил ее. Наибольшим вдохновением последних лет для меня стало то открытие, что стиль, эмоциональность, символизм, менталитет народной поэзии крымских татар абсолютно соответствовали менталитету моих мыслей и эмоций. Собственная искренность, манера выражения эмоций, которых я стеснялся и прятал от непонимания, теперь как бы получили извне подтверждение художественной ценности и права на жизнь. Осознание того, что крымский татарин 300 лет назад думал и чувствовал так же, как я, практически оторванный от этой среды и культуры, открыло меня для себя. Он практически на четверть крымский татарин по крови, да, он себя позиционировал как крымский татарин, он принял ислам, он изучал крымско-татарскую культуру, он использовал фольклор крымско-татарский для того, чтобы создавать свои произведения в стиле регги. Он был очень эрудированный, интересный собеседник и профессионал. То есть это все сказывалось на его деятельности и творчестве. При каждой нашей встрече он постоянно, во-первых, спрашивал много, задавал вопросов и очень много рассказывал нового и интересного, то, чего я не мог услышать. И в стиле регги, незнакомым для меня, и, в частности, крымско-татарской культурой. Он очень много интересовался, он приезжал в Крым, ездил по селам,
общался с музыкантами, со стариками. То есть он изучал глубоко традиции и культуру музыкальную. Благодаря музыке он стал изучать крымско-татарскую культуру, не только музыкальную. И не просто так поверхностно. Он стал ходить по селам от Судакского региона и записывать бабушек, с ними общаться, беседовать. Старался найти вот что-то новое, записать, зафиксировать. Вот это такая исследовательская, такая творческая работа началась вот благодаря музыке. Мы часто с ним созванивались, общались на разные темы. И мне очень приятно, что в одну из поездок в Киев мне удалось поприсутствовать на записи альбома последнего его. Вот. И что меня удивило, одна из композиций была записана им. Все инструменты он проиграл сам. Вот. И с каким профессионализмом, с какой скрупулезностью он подходил ко всему этому. Это было, конечно, что очень удивительно. При этом я слушал его новые какие-то находки по телефону. Он просто мог позвонить, сказать, услышал там рингтон интересный, абхазский. Вот я на эту тему на САЗе что-то делал. То есть мышление его и креативность была за гранью. И, наверное, самое важное – это его социальная составляющая. То есть он писал музыку пропаганды, музыку борьбы. Сам стиль регги, он подразумевает борьбу за свободу. И он это соединил. В студенческие годы я очень увлекался игре на гитаре, а именно при своих друзьях, и мы играли песни, а именно очень сильно увлекало такое направление, как регги. Вот. И мы слушали Боба Марли, группу «Пятницу», и очень хотелось рассказать что-то в стиле регги своим друзьям на крымско-татарском языке. И я потом услышал Изета. Для меня это было такое открытие. Я подумал, что он говорит именно моими мыслями. Он говорит, как будто это я говорю. Вот. Несмотря на то, что у него немножко были проблемы с речью крымско-татарской, мне все равно это нравилось, потому что это было очень искренне, очень тепло, солнечно, как полагается быть в направлении регги. У него все это присутствовало, эта солнечность, искренность. Но в его словах, в его голосе все равно присутствовала какая-то грусть и печаль. Меня всегда это интересовало, почему вот музыка позитивная, но печаль есть. И оказывается, как стало известно, он сопереживал вместе с народом какие-то трагедии. Хоть он жил в Киеве, далеко от народа, но он интересовался у дедушки, как все было, и написал такую песню, которая называется «На Луну». Почему написал, как я прочитал в интервью? Потому что жить там невозможно было, хотелось на родину, а куда деваться? Только на Луну. И он написал такие слова. «Айга, айга, аючаредимен, ама йохтыр меним ханатларым, йохтыр атлыгым». Айга, айгай, аючаредимен, Kayda varsın garip tatar, er yerde men jatmen. Ay ay ay, ay uçar edim men. Da yoxanda, ay menim canem. Ay ay ay, ay uçar edim men. Yoktur benim kanatlarım, yoktur rahatlığım.
edim men. Yoktur benim kanatlarım, yoktur rahatlığım. Ay ay ay, ay uçar edim men. Kayda varsın garip tatar, her yerde men cadmen. Ay ay ay, ay uçar edim men. Kayuhanda, ay benim canım. Ay ay ay, ay uçar edim men. Kayda varsın garip tatar, her yerde men cadmen. Ay uçar edim men. Yoktur benim kanatlarım, yoktur rahatlığım. Воспринимались его произведения с интересом. И вот потому как я видела, наблюдала, общалась, но его приняли как музыканта здесь, в Крыму. У нас есть какие-то стандарты о любви, там, о папе с мамой, значит, петь можно, о патриотические песни, о Крыме, значит, о депортации. А чтобы вот с каких-то совершенно по-своему вот увидеть мир татарский, это вот дано было только ему. Именно с его кругозором, именно с его подходом через вот этого Боба Марли, который, в общем-то, этот стиль регги, как я понял, как он объяснял, он играл огромную роль в политической жизни своего времени, своего народа, как некий консолидирующий момент, как момент борьбы за какие-то там права и за какие-то социальные идеалы. Происхождение термина «регги» объясняют по-разному. Многие считают, что это происходит от английских слов «регет» и «ритм» – рваный, растрепанный ритм. Другие утверждают, что это происходит от слова «рега» – негритянское племя в Центральной Африке. Кстати говоря о Африке, Изет очень часто проводил параллели между африканцами и крымскими татарами. Он говорил, что у африканцев раньше и у крымских татар сейчас одни и те же проблемы. Расизм, предвзятое отношение полиции, подмена и уничтожение культуры и религии. Может быть, поэтому эта музыка ему была близка по духу. Он говорил, что это борьба истины со злом. В начале 90-х я общался с африканскими студентами, увлекся их музыкой, экзотической, завораживающей. В мою жизнь вошел регги, став частью меня. Крымско-татарскую музыку я слышал вначале в исполнении своего деда, а еще когда-то он привез из Ташкента пластинку с записью «Тым-тым». Потом в Крыму я купил кассету с крымско-татарской музыкой. Казалось бы, соединить мелодику и ритмику крымско-татарского и регги – абсурд. Тем более петь сложнейший многообразный этнос. И только интуиция мне говорила, и одно, и другое живут в тебе, однажды выплеснутся одновременно, и не мешая друг другу, а резонируя. У них так много общего, высокая эмоциональность, гипнотизм, искренность. Крымско-татарская народная музыка ни с чем не сравнимая смесь мировых музык. В ее лице мы имеем энциклопедию музык мира. По мелодической и метрической красоте она превосходит любую музыку мира, по сложности это высокий джаз. В крымско-татарской музыке заложено движение вперед, а регги оттяжка назад. В сочетании возникает новое ощущение движения и покоя одновременно. «Тым-тым» – пицциката – одна из самых известных крымско-татарских тем. Текст, написанный мной, результат личного опыта и переживаний. Мелодия была на первой времен депортации крымско-татарской пластинки, выпущенной в Узбекистане. С этой пластинки началось мое знакомство с музыкой.
plasticase otos och berdakadar abarot berdakadar tem 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 tem. Он был очень талантливым, ярким проводником в крымско-татарскую культуру. Мы маленький народ, но за счет вот богатейшей культуры нашей, она знает очень много в мире. Такую же роль выполняет Энвер Измайлов, такую же роль выполняет музыка Изета. И трудно сказать, кто еще. Многие считают, что нельзя синтезировать народную музыку с музыкой других народов и с современными направлениями музыки, опасаясь за то, что можно утерять свои этнические мотивы. Но я так не считаю. Знакомясь с другой культурой, мы можем обогатить свою и познакомить мир со своим культурным наследием. И Изет был ярким тому примером. Он очень органично синтезировал крымско-татарскую музыку со стилем регги. Он как бы продолжил ту линию, которая, в общем-то, уже давно прослеживается с XIX века, когда наш крымско-татарский фольклор используется сначала в классической музыке. Мы знаем, что Глинка и Бородин использовали мелодии крымско-татарские в своих операх. Для того, чтобы показать Восток музыкальный, значит, они находили именно мелодии крымских татар. Наши профессиональные композиторы уже крымско-татарские. Асан Рифатов, это Бахшиш, Я Шарфидинов, они тоже как бы осовременивали музыку. Они писали крымско-татарские произведения в ритмах вальса, танго, делали их модными и современными. Да? Потом уже началась эпоха джаза, и это был Энвер Измайлов, Маркет Рамазанов, Рустем Бари, Леонид Атабеков, да, который объединил этих музыкантов, как бы дал им джазовую культуру, ввел, и сделали вот эти джазовые обработки, которые они исполняли. Первый ансамбль Сато и первый диск Эфсаны. Уже по приезду в Крым здесь и рок-группы были, и наш Фюзи Алиев техно. То есть мы видим, что возможности крымско-татарской музыки очень богаты. Я отрицательно отношусь к синтезу национальных мелодий, фольклору крымско-татарскому. Но это, наверное, единственный случай, когда я как-то так полюбил эту музыку. Вот, что даже если, несмотря на то, что он ее так сильно изменил, он спел в другом направлении, у него были проблемы с речью, но она такая, как-то запала в душу и понравилась. Вот. А еще, плюс ко всему, я узнал, что в Турции такое применяется, когда песню поют в разных направлениях. Одну песню делят на куплеты, и каждый куплет, каждую строчку поют в разных направлениях, и этим самым привлекают больше аудитории к народной музыке. А что плохого? Мне это нравится. Я думаю, и дальше будут появляться, музыка будет развиваться, будут новые виды популярной музыки появляться, и всегда найдется место для крымско-татарской музыки, для обработок и всего. Но вот одно из таких уникальных ответвлений – это вот крымско-татарский регги, который создал Изет. Вот. Изет, я считаю его очень талантливым человеком, потому что он как бы в своих произведениях сделал новые, такие очень новые грани показал, такие, которые я не вижу у других. Новые грани в музыке и в первую очередь связаны с текстами. Эти тексты у него на крымско-татарском языке, но они настолько оригинальные, настолько интересные для меня, потому что это там юмор, это политическая какая-то аллегория, сатира, это размышление религиозного человека, мусульманина. То есть такие жанры, которых я у других просто не вижу. Я считаю, что оно имеет место быть. Вот такое воплощение, такое осмысление, какое сумел сделать Изет.
И это все благодаря тому, что он серьезный был музыкант, талантливый музыкант, и он постоянно стремился к развитию. И он был счастлив, потому вот, исходя из наших бесед, что он вышел вот именно вот на эту грань, то есть взаимодействие регги крымско-татарской музыки. Моя любимая песня, например, вот «Регги-вагон». Она для меня поразительна просто. Она настолько это светлая музыка. У нас с поездом у крымских татар связана ассоциация одна. Это тот поезд, который увозил людей с родины. Да? В эти скотские вагоны, куда людей напихали, без воды, без пищи, там сутками везли, без туалетов. Значит, вот это вот страшное событие в нашей жизни. И его поезд – это поезд, который возвращает людей на родину. Они едут, за окном мелькают крымские города, названия крымских населенных пунктов. Это делает он с большим юмором, там суржик звучит, смесь русского и татарского языка. Это услышано в жизни, это подсмотрено в жизни. То есть вот такой вот, знаете, как живая зарисовка, вот я такой подобной песни не знаю крымско-татарской, чтобы кто-то, это стиль ему помогает так видеть. Он его обязывает, может быть, так видеть, так подавать, потому что там в этом стиле большое значение, еще раз говорю, имеет текст. Загрязнен халки груз, паровоз идут, тюдемек, тюдемек раз. Проводница гюзе, яхшефер, айман, аймашалар гилабун, врачи ахалар, яхши, сабашири, плеринис, хайрли лосуна халар, сабашири, мираба, аха, харадинис, сабашири, плеринис. Selam, selam akalar. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Koktebel sudak, kısmet olsa Старicim içki roba, sahul Allah. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun akalar. Sabah şerif merhaba, aha, Karadeniz. Sabah şerifleriniz ne de yakşı oldu Rastata parayı Bacı Проводник машала yakşı командан Ay maşalar givagon Bacı ağalar yakşı Sabah şerifleriniz Hayırlı olsun ağalar Sabah şerif merhaba Aha Karadeniz Sabah şerifleriniz Hayırlı olsun ağalar Sabah şerif merhaba Aha Karadeniz Загрязнен халки груз Паровоз идут, тюдемек, тюдемек раз. Проводница güzel, яхшефер, айман, аймашалар гивагон, врачи ахалар, яхши, sabah şerifleriniz hayırlı olsun ağalar, sabah şerif merhaba, aha Karadeniz, sabah şerifleriniz hayırlı olsun ağalar, sabah şerif merhaba, aha Karadeniz, sabah şerifleriniz hayırlı olsun ağalar, sabah şerif merhaba, aha
основном уровень наших музыкантов внутренний, да, внутреннее потребление. Да. Вот. Но к нашему счастью есть такие люди, которые вот на таком уровне выносят. Он является проводником нашей культуры в очень большие массы молодежи современной, которая вот увлекается этим стилем. В 2005 году, после своего первого сольного концерта в Крыму, Изет попадает в автокатастрофу. У него были повреждены голени. К сожалению, это стал первый и единственный концерт в Крыму. Состояние, конечно, было очень сложное, тяжелое у Изета. И психологически, и физически, там очень сильные боли, постоянные операции. Вот. Но при этом знакомстве я удивился его стойкости, его силе, его энергии, этой борьбы. То есть он боролся не только со своей болезнью, он еще и боролся с тем состоянием, в котором он находится. Он искал, он изучал, он писал, то есть он творчески работал. В его положении мне показалось это настоящим таким героизмом. К сожалению, надежда на то, что он быстро выздоровеет, не осуществилась. Так мы надеялись, что он встанет быстро на ноги, но травма была очень серьезной. И он еще в течение 1,5 лет был прикован, так сказать, вот к креслу, с трудом передвигался, очень много приложил усилий его отец Валерий Изетович Аблязов. Он очень много сделал для своего сына во всех отношениях. Последствия этой ужасной аварии стали для него и всех поклонников его творчества фатальными. В июле 2009 года Изет умер. Одно из повелений Бога разным народам – жить, познавая мудрость друг друга. Меня спрашивают, почему вы не поете на украинском? А на каком языке должен петь Изет Аблязов? Если я кому-то помогаю воспринять, любить, уважать искусство и мудрость крымских татар, я счастлив. Казалось бы, соединить мелодику и ритмику крымско-татарского с регги абсурд. Тем более петь сложнейший многообразный эпос. Только интуиция мне говорила, и одно и другое живут в тебе, однажды выплеснутся одновременно и не мешая друг другу, а резонируя. У них так много общего. Высокая эмоциональность, гипнотизм, искренность и еще одно. У каждого человека должна быть родина. Но не у всех та родина, где родился, совпадает с землей, где ты должен был родиться. Где лежат твои предки, где твои звезды, где ты хочешь строить свой дом. Это была программа Music Life на телеканале АТР. Сегодня мы посвятили ее творчеству замечательного музыканта и композитора Изета Аблязова. В наших дальнейших передачах мы будем часто вас знакомить с людьми и артистами, которых, к сожалению, сейчас с нами нет. Увидимся через неделю.